это не нами выдумано, да, вот, чтобы выйти на олимпийский уровень, да, мы должны пройти определенное развитие, то есть должны быть созданы определенные инфраструктуры, да, вот, и подготовка кадров, учеба. Ну и, конечно, это все рассматривается, потом должны быть созданы национальные федерации, минимум 100 странах, у нас сейчас более 50 странах есть, зарубежных странах есть. Вот. И внутри Российской Федерации уже 50 с лишним субъектов России уже создали свои федерации. Ну, и у нас планы-то большие, вот в связи с этим, конечно, уже мы в первую очередь создали Академию масс-рестлинга, да, и подписали вот Северо-Восточным федеральным университетом имени Максима Кировича Амосова соглашение вот, о сотрудничестве, подготовке кадров, Чурапчинским институтом, создали кафедры, уже готовим своих тренеров, да, своих преподавателей, и даже обучаются уже вот, иностранные студенты. Но по требованию, да, вот, мы прослеживаем пути развития других федераций и другие виды спорта, которые стали членами вот, олимпийского движения. Они все это, кроме соревнований, да, чемпионата мира, рейтинговые соревнования, обязательно, конечно, создают свой центр. Пусть это сумо, да, там, или дзюдо, там, или другие виды спорта, они создают свой такой всемирный центр, ученый и как бы методический такой центр обязательно должен быть, и потому мы это не сегодня приняли. Вот Арсений Сергеевич об этом уже огласил, он сказал в своем послании в Государственном собрании Тюмень о том, что в связи с тем, что мы добиваемся, что масс-рестлинг до олимпийского уровня, мы должны создать международный центр по развитию масс-рестлинга. Мы первые создали в России, еще я когда работал вице-президентом, центр по национальным видам спорта именно Василия Манчара, это Бадун создали. Вы видите, как он эффективно сегодня работает, понимаете? Вот всегда от материальной базы тоже все многое зависит. И сегодня настало время создать международный центр такой. Есть международные шахматные центры, есть международные центры самбо там и так далее. Но мы в Якутии вот, о том, чтобы создать, чтобы масс-рестлинг развивался, и мы хотим, чтобы Якутия была родиной масс-рестлинга, потому что претенденты есть, я не скрываю это, и мы вот должны создать такой международный центр. Это, я сегодня об этом говорил, это должен быть, конечно, современный комплекс. Вот. Мы даже думали вначале вот расширить как бы Бадун, там третью очередь, да, там построить, но там места не хватает, может. Но сейчас ищут другое место, должны проезд делать. Это вот современного типа, современного уровня, такой международный центр со своим конференц-залом, со своим спортивным залом, с гостиничным комплексом, чтобы не выходя, там провести определенные чемпионаты Европы, мира, России и так далее. То есть полностью, чтобы отвечал современным требованиям, понимаете? Это, конечно, обязательно нужно, вот как по вольной борьбе тоже есть, вот уже этот путь прошли в свое время. Но это будет такой международный центр, международного уровня. Вот, и там мы, конечно, соберем лучшие силы о том, чтобы развивать не только масс-рестлинг, да, и национальные виды спорта в какой-то степени. Тогда и будем приглашать тренеров, и зарубежных тренеров, обучать их, спортсменов. И у нас тогда легче будет, понимаете?
Вот как есть международный центр, ФАМУС у нас есть, да, много у нас различных центров, но это обязательно нужно. Вот я думаю, что вот сегодня я в своем докладе говорил, там и музеи будут, и другие мастер-классы, где мы будем проводить специальные. Вот. Это все вот, история развития масс-рестлинга, национальных видов спорта нашей республики, мы там покажем. Так что это, конечно, востребован этот центр. И вообще, вот, если до олимпийского уровня, все это требует, чтобы была подготовка кадров, переподготовка именно на таком профессиональном уровне. Иначе мы не сможем это сделать. Вот такая задача нам поставлена. Руководство республики, правительство поддержали. Но сегодня уже Никентий Юрьевич Григорьев, который работал министром спорта, он уже сегодня работал уже над этим центром. Он первый вице-президент нашей международной федерации. Академия масс-рестлинга, у нее другие функции. Это Академия масс-рестлинга, в основном это подготовка, учебная программа, методическая и так далее, переподготовка кадров. Это серьезно, она должна работать с университетской молодежи и так далее, методической. В общем, там профессионалы, юристы и так далее, специалисты будут задействованы. И у них связи будут с зарубежными такими академиями, которые имеют, чтобы выходить, понимаете, иначе мы у нас есть же тоже противники, зачем мы вводить и так далее, средством на такой уровень. Но мы национально в своих узких рамках не должны оставаться, понимаете? Если народ хочет развиваться, он должен пройти вот такой уровень, чтобы выйти на международный уровень. Как и наши олимпийские чемпионы по борьбе выходили, да, вот появились. Мы масс-рестлинг, все специалисты говорят, да, вот поверьте мне, эксперты, я со многими разговаривал, мы проводили крупные научно-практические конференции о том, что масс-рестлинг, это не громкогласно, да, или декларативно, имеет все шансы, как вид спорта единоборств, выйти на олимпийский уровень. Остальное от нас самих зависит, как мы его будем презентовать, как будем развивать. Мы можем вообще, конечно, если по неправильному пути пойдем, можем все разрушить, понимаете, и ошибки наделать и так далее. Но это непростительно для нашей будущего молодежи. Вот как мы в свое время игры «Дети Азии» вывели, я сам работал председателем оргкомитета, на уровень МОК, это Олимпийского комитета или Олимпийского совета Азии. Там никто нас не ждет на блюдечке золотой каемочкой. Там надо работать, выходить, доказывать, убеждать и так далее. Я, например, в Жагороге, это президентом МОК, 3 раза встречался и докладывал об играх «Дети Азии», чтобы получить поддержку. Понимаете, и получили поддержку. Сейчас, видите, по всему миру ездят. Это игры «Дети Азии». Вот.